Всем доброе утро. Да, я вот мужика прикурил, попросил аккумуляторы, у него сели. 5 дней стоит. Мы идем кушать и будем выезжать. Поднимаемся на перевал. Не помню, как он называется, перед Хилгасоном. В Хилокском районе едем. Еще чуть-чуть осталось до Новопавловки. Посмотрим, что там будет. $300 с чем-то до Улан-Удэ осталось. 80 там был. 370. Ну да, где 370. Как всегда, перед Хилком, за Хилком такая вот дорога убитая. Ну, сейчас спустимся там на Хилгасоне-то асфальт новый. Так, такая умученная. Там после Хилка начнется. Китайцы начали ездить на автовозах у нас. Ну, они, наверное, туда что-то увезли. На запад. Ну и одинаковые. Черный. Вот. Сейчас спускаемся с перевала этого. На улице -5.
асфальт будут ложить. В этом году менять будут. Кажется, они себе не привыкли. Что, снег ожидается, что ли? Да, завтра. Да? Я же вчера говорил. Жесткий снегопад будет. Да. Что, мы будем буксовать, когда на Якутск поедем? А? Получается. Завтра это. Или мы не будем буксовать, будут они буксовать? Будут здесь стоять. Все, съехали. Такой сразу более-менее ровный асфальт начался. Будем ехать. Посмотрим, что там дальше будет. Мы проезжаем Хилок. Говорит, ему не хватает личного пространства. А я вообще на другом сиденье всегда сижу. Только сейчас сюда пришла, он говорит, ему не хватает пространства личного. Мне не хватает, иди в пути. До Уланды нам 300 километров. Как хорошо все видно. Давайте глаза протрем, тоже хорошо видим. Да, последний раз понимаю. Подъезжаем к тещиному языку. Так называется. Тещин язык он называет? Ну да. На Читу идете, там машинка в подъеме висит, аккуратней. Точнее, на Улан-Удэ. Все, принято, спасибо, у тебя там чисто было. Что идете? Ну, я сначала не понял, где там можно... Что-то не говоришь ему спасибо. Так он сказал на Читу, а мы на Улан-Удэ. Я думал, там можно наверху, кто говорит. Потом ты уже поняла, что точнее. Здесь Он, наверное, хотел сказать, с Читы идете. да. Хм. Не получится. У нас тут снег тает, все уже тепло. Ближе. Видел, там вообще ограничение на асфальте было нарисовано 30. Ага. Все, Или начинаем. 50. Ну да. Начинаем подниматься. Просто машинка висит. Да, там на самом верху. Ну, здесь же вот это тоже зелень. Да. Все, вон грязь, смотри какая. Они под грязь тоже не могут. Ну нет, сейчас там видишь, песком-то сыпали, а теперь все тает, весь снег тает, и это все с этим. Маленькая машинка-то либо едет, либо идет. А, вон висит. Че вот этот вот не едет, нифига. Поедут, его заморают. Он может обгонит, нет? Сейчас грузовик не дашь. Почему не дам? Да. Он вообще остановился. Убрал, что ли? А, средний смог ставил. Да. Это вот этот повис? Да. Пронес. Ой, не забыл, даже. Вон, видишь, весь
вот этот песок все таять будет. А что никто не чистит? Ну почему сейчас грейдер скоро будет отправлять чистить? Ну да. А как ты его срежешь? Мы нет. Мы нет. Ваня, с горы придержите пока. Знаю кто. Почему мы так медленно едем? Вот. Вот это меня аж вообще бесит. Ой, здесь точно чистить. Ну да. Понимаете? Не бойтесь, все хорошо. Так, где там Маркусечка, там машинка? Да он за нами едет. Вот он какой молодец, видишь, как скорость набрал ведь? Но. Всем так набирать. Все стекло, все теперь грязное. У меня омывайки нет. Это, конечно, беда. Беда. Сейчас остановимся, пусть остановимся, мужик. Я мужик, будто я тебе своим дорогом Вообще, вам что-то там видно, нет? Вообще все. Все стекло. У меня фокус на стекло ставится. Да? Ну, Вот это ты снял. все размазал. Да вот этого бы обойти, этого самосвала. Уже поздно нас уже закидали тебя. А мы сейчас остановимся здесь. На парковке. Здесь, по-моему, где-то есть. Ну да, фокус у меня вообще какое чистое стекло-то оказывается. Хана стекло, если так снимать. А вот так видно более-менее. Ты едешь, блин. Ага. Не, сейчас вон остановимся там. Прямо. Да, это, конечно, омывайку надо покупать, заливать. Без нее не рвалось. У нас зимой-то здесь ничего не тает, поэтому все без омывайки ездят. Ее не заливают даже зимой, по-моему, никто. Да. Ну, я также вижу примерно, что ничего не вижу. Но. Ладно, сейчас окно помою. И окно чистое. А, не, мне да чисто Все, едем. Так-то приятнее смотреть в окно. Машина, конечно, чуханская стала. Вообще. Надо будет в Улан-Удэ заехать помыть. У вас же есть этот, у вас же выведен шланг. Ну да, давай, как обычно, давай. Заводи свои шарман. Вот, короче, мы сейчас в Улан-Удэ приедем. Вот мне говорит Люда, говорит, шланг же выведен там, дома. А что, нельзя с него? Ну вот, будешь ты мыть, получается. И посмотрим, вот когда ты помоешь его, машину, 3 часа ты ее будешь мыть, либо на мойку заехать, отдать 1500 и мне ее за 30 минут помоют. 1500 гони, я тебе помою. Смотри, туда кто-то ездил. Ну да, видите, электрики. Гони. Ладно, не 1,5-2. 2? А ты мне за 20 минут помоешь? За 30. За 30 помоешь?
Ты так уверена в своих силах? Я еще тебе в салоне протру. Еще и в салоне? Если еще полчаса накинешь, Это их комплекс получается? то двушку. Ну вот когда тепло станет, я... Нет, я именно про сейчас говорю. А ты сейчас такого Когда тепло станет, смерзлого шланга хочешь мыть? Я спрашиваю, что не работает. Там отключено сейчас все. Как ты сказал, он отключен? Сечуханская машина грязная. Не плачь. Никто не едет, да? Ну сейчас поедут, наверное. Я надеюсь. Это уже Новополоцкий, все, перевал начинается. А это какой был? Это просто была теща на земле. А мы на нем тогда стояли или он упал? Ну, на Отечественной мы чуть-чуть постояли и поехали по встречке, потому что они все стояли, а там 2 машины по нашей полосе стояло. А встречка вся чистая была, никто даже не спускался. Стояли, да? А потом мы вот там, да, почти на самом верху стояли. Сейчас, если снег на днях как упадет, все встанет. Никто ехать не сможет. Завтра, думаешь, будет снег? Думаешь, же снег будет завтра? Обещали уже. Ну, обещают они. А сколько его упадет? Много, мало? Что это у него? Ну, это он смотрит, чтобы у него ось крутилась. Едут, смотри. Ну, а куда они денутся-то? Едут? Деваться некуда, приходится ехать, наверное. Ехали. Все там летит, вся грязь. Лаванда, не спеши, там заторчик у тебя на подъеме. Подвыкишься, скользят. Все, принял, спасибо, давай, доброго. Там чисто, там на отечественном языке тоже по моей полосе одна машинка висела. Благодарю. Затор, как обычно, как всегда. Уже все растаяло, они до сих пор все стоят. Что, может, встречки не поедет? А что там есть? Нет, проезд на одиночке проеду. Спасибо. Китай. А что стоим? Там есть проезд, нет? По встречке. А если кто-нибудь поедет, то там уже Там выехала одна фура. Что стоят опять? А, вот там что-то Вон травы, там вон место есть залезть. Чего они стоят? Тендом, давай, с оранжевым тендом, давай, спускайся вниз сюда. Ну, китайцы. Китаец побежал. Поссать, наверное, захотел. Походу проверять. А, так вот они и стоят. Едут за... А, не едут. Чего они не едут? Вот этот не едет, да? Ну, вон тент буксует. Вот трал буксует. Вон, что это? Тоже он буксует. А этот почему едет?
Потому что это... Потому что он не ехал. А это нас Он пропускают. пустой, наверное. Ну так-то он груженный должен. Нас пропускают. Спасибо. Да. Этот, затрак за краном. Давай тоже попой. По одному давай. Ой, вот это вот водильная доска, конечно. Такое себе счастье. Ой, 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 Ну, пацаны, не жмитесь, потому что я не поеду, пока этот не поднимется на палатке, блядь. Че это? Нихуя не поднимусь. а? Дайте маленько на читу поперну. Еще раз. Че привез? Подождите на читу. Связаться, чтобы он нам в следующий раз Вот и непонятно, что они вот стоят. Вот, ну, тралы там забраться не могут. Вот этот поехал, я поехал. По встречке объехали и все, и поднялись спокойно. Что стоят, ничего не понятно. Ну, конечно, они на спуск. Кто на спуск на читу идет, они пропустят. Просто что, остальные там все стоят. И вот так колейка набивается и все. Вообще все растаяло. Ты прикинь, когда вот сейчас прям начнется, это конкретно тает вот это все. Так, ладно, конкретно тает. Это сейчас днем все растаяло, сейчас ночью все замерзнет. Это ужас. Все, начинается. На спуск пошли. На спуске тоже все тает. Хотели как лучше, посыпали все, да? Так они сыпали. Резко стало тепло и получилось. Не, они же всю зиму сыпят, он так набивается вместе со снегом. А потом, когда тепло, снег-то из-под песка-то начинает таять. Кто-то уехал сюда. Кто-то уехал, говорю, на обочину. Вот здесь бы вот асфальт поменяли, вот это было бы, конечно, да. А? Ну, чего хорошего. Ну, есть маленькие, ни на чем не Да, я вижу, что какая-то жопа. Ну вот он, вот и Новопавловский перевал, как обычно всегда он. По-моему, он не стоит, я не знаю, когда он не стоит, он, по-моему, всегда стоит. Всегда буксует. Ну, летом-то, наверное, нет. Ну, летом нет, конечно. Весной буксовали, также по грязи не могли забраться. Вот зима, весна, осень. Вот, лето. Летом, дай бог, они там едут все. Вот. Ну, такие вот как-то дела. Спускаемся на Новопавловск. Осталось нам где-то 200 с чем-то километров, 240, нет, 230 до Улан-Удэ. Время у нас по Бурятии 2:20, по Забайкальскому краю 3:20. Что вот едем. Ну да, сломалась Volvo. Что-то домкратил, он ее задомкратил. Прямо как ручки. Ну, Есть знак аварийности? да. Конечно, есть. Без него никуда. Вот. Вот такая вот дорога.
и вот так вот яма объезжаешься. Опять стекло грязное. Только вот, по-моему. Сейчас надо на заправку заехать, взять омывайки. Омывающая жидкость для лобового стекла. Для стеклоочистителей. Надо будет взять, залить. Вообще, ты че, говорю, все это хана. Где? Видно? Почему не видно? Мы подъезжаем к границе. Как ты говоришь? Болгария. Еще раз. Не, тебя плохо. Громко прям скажи. Кабалдина, Болгария. Неправильно, что ли? Кабалдина, Кабалдина. А как? Обалдина? А? А как Обалдина? Кабардино, Болгария. Кабалдина, блядь, вообще. А я как говорил? Кабалдина. А теперь, какое там вино? Вино с Кабалдин, Болгария. Кабалдина, Болгарии. Да. Кабалдина, болгарская вино. О, проехали границу Бурятии, Забайкальский край. Осталось нам 100... 59. Там написано было. Да? Осталось нам 158 километров. О, смотри, на этаже. Вот такой тоже хочу. Только я не с прицепом хочу, а полностью дом на колесах. Но. Едем, а вот там тучи, что-то в Улан-Удэ, походу тучи, снег, по-моему, идет. Вот. Мчим. Что вам тут показывают? Я не знаю, что показывают. Виды красивые. Там дальше перевалы будут. Покажу вам перевалы тоже. Потом перед Тарбагатаем, как его, забыл, перед Тарбагатаем деревня там есть, где мосты смывало в том году. Там тоже так вдоль сопки поедем с поворотами. Едем, в общем. Стоим здесь, вот Мухоршибирь проехали. Вот этот мост смыло. Весь он там потрескался. Стоим, ждем светофор. Река, все было. Прорвало. Справа до сих пор лед.
Сломался мостик. Ушел в землю куда-то. Вот как они их делают. Чуть-чуть подтопление. Когда-то было. Ну да, запчасти для дикачей когда-то были. Где-то здесь кафешку открыли, говорят. Где? Вот, наверное, нет. Где-то открыли. Только я не помню где. А, там вон, после вот того перевала. Съедем с ним. Да, внизу открыли. Едем. Вот перевал. Спасибо. Не важно, что это будет. Сейчас будем вон туда спускаться. Едем. Там дальше перевал будет, там включусь. Там интересней. Виды красивые. Вот перевал начался. Завтра обещают снегопад, очень сильный, сказали. Ветер до 27 метров в секунду. Или до 24? 27. До 27. Ожидаем, что там завтра будет. Сейчас едем, время у нас 4:36. Едем переобувать резину. А так вот, ну здесь тоже подвисает иногда. Кстати, здесь редко виснут. А? Здесь, говорю, редко виснут машины. Не знаю почему, но редко. Закрылся, походу. Кто? А? Капот. Капот закрылся? Походу, закрылся. Ну, здесь прям сухо. Ну да. Да, посерединке, как чумаза. Вторая полоса. Да по ней, потому что не ездит никто. Мало кто ездит. А так, сухо. Нормально. Ехать можно. Немножко. Такие повороты с углеждачкой. Блин, на видео вообще не так отражается, как когда едешь. Как будто все вот так легко, спокойно. Горы. Ну, тучи кончились. Будем сейчас заезжать в Драбогатайский район. О, кафешка закрывается? Да она уже давно закрылась. Какое красивое, я закрылась что-то. Так, дяденька, вы что здесь делаете? Где здесь? А вы кто? Вот. Спускаемся с перевала. Нам осталось чуть-чуть. И будем кушать. Блинчики. Масленица как? Она уже идет, да? Конечно. Всех с масленицей. Второй день.
Вообще бомба. Все зелёное. Слепить бы одну елочку к себе домой и тащить туда. Выкопать бы, ладно, маленькую елочку выкопать и пересадить бы ее там. Ну, сколько, что, жалко, что ли? Китайцам продавать не жалко. Сколько, собственно, красоты не жалко. Вон, посмотри, там сколько. Какая красота, господи, это шикардос. Просто постройте мне дом в лесу, в тайге, я там буду жить. Ну, дом, ладно, сарай хотя бы. Вот такой мне ман нравится. Красный. Как кабина такая нравится. Ну, Оля какая симпатичная. Мои перчатки тут вообще уже, наверное, конечно. А вот это нравится? Нет. Дон фэнтези. Не нравится. Ёлки обалденные. Рено нравится? Рено? Ну, это то же самое Volvo, нормальное. Я бы взял себе. Щетки нифига не трут. Надо щетки покупать новые. Может, на лапе слушать? Нет, так не подойдут. Может, чехол, книжку себе заказать? Десятниково деревня сейчас будет, вспомнил. А сейчас до нее доберемся. Начну также выйду на связь. Покажу, где там что смыло в том году. Стояли мы там, ночевали. Вот этот ров, как вам показать, там все вода была. Вот поэтому вот это все вода. Он не такой большой был, а вот когда вода вышла, подсмывала все здесь. Так вода шла и вышла на деревню посмывала. Ну, у кого дома выше были, стояли, ну, высоко, им повезло, нормально было. Вот эти дома все смыло. Все смывало здесь. Ну, как бы дома-то стояли, огороду хана всему пришло. Дома. Кому-то повезло, кому-то не очень. Ну да, тут очень много посмывало домов. Цыденов приезжал, глава Бурятии. Здесь вообще хана была, все плавало. Легковушки тоже плыли. Вот такая вот деревушка здесь. Так вот, такие вот улицы узкие и столбы стоят. Всегда тут езжу. Думаю, главное не зацепить бы зеркалом этот столб. Здесь где-то на каком-то доме крышу снесли тогда. Трал ехал, не говорит, и снес крышу. Только я не помню на каком.
ты прикинь, вот как здесь люди живут. Но которые возле дороги живут. Даже постоянно машины ездят. Так, конечно. Не есть хорошо. Что в деревне запах другой даже. Ну, здесь-то точно нет. Что пахнет печкой. Ну, печками. Здесь мед, кстати, продают везде. Мед продают. Веники для бани. Вон, видишь, мед стоит. Что мы не покупаем? Не знаю. С медом нет? Мы же покупали в Уфе. Или в... Мы его съели. Съели? Конечно, мы с Дашей болели за другом. Ну и там чай съели. Ага. Солнышко. Начали пить с этим, который мама ее привезла. А, ой, Оля, цвет красивый. Ну, не просто зеленый, а какой-то с отливом каким-то. Вот опять солнышко светит. Да. Все начинается здесь сейчас. Вот так вот вон есть. Вон. Там машина. Вот вдоль вот так. Ну, вдоль горы вот так будем ехать сейчас. Вон там машина. Вдоль вот этой сопки. Ты же тогда меня спрашивал, а чего так, говорит, прямую дорогу не сделали, да? Нет. Здесь, по-моему, в другом месте тоже. Здесь-то понятно. Велосипед купили. Солнышко светит, птички поют. Приезжайте к нам в Бурятию, будем кушать козу. Еще раз. Подожди, я микрофон открою, давай. Приезжайте к нам в Бурятию, будем кушать козы. Ну не только позы. Цуевы обалденные есть еще. Цуева. Вообще, в целом, бурятская кухня очень вкусная. Так Цуеван, это же монгольская. Не важно, но самое вкусное. Его лучше всех делают в Бурятии. Бовы еще есть. Бобы. А вот я помню, где в какой-то кафешке остановился. А Бобы есть? Что? Она, это, ну, продавщица такая к поварам. Наташка! Она такая, чё? А плов, говорит, у нас есть? Я говорю, не, говорю, не плов. Ладно, говорю, все, ничего не надо. Да. А Бовы это, получается, тесто. Просто, ну, тесто оно вот так закрученное между собой. И все. Вот это Бовы называются. И что оно запеченное? Что, в духовке, да? Ну, обжаренное просто тесто, короче. Как это? Десерт подается. Нет, на примере что, тоже обжарить, если тесто что получится. Ну, короче, не... Ладушек обжаренных, только там тесто другое. Ну вот. Его даже со сгущенкой едят, с джемом, со сметаной. Ну, короче, С повидлом. Ну. Короче, обжаренное тесто называют Бовы. Вкусная, обалдеть. А чем оно вкусное? Ну, конечно, вкусная. Никак. Не, ну когда свежие, вот когда в шалунду кушаешь, вот когда свежие, они прям вообще вкусные. А когда они уже полежат, они такие уже твердые. Не такие уж они это вкусные. Короче, обязательно попробуйте козу. Да все их здесь едят. Бовы. Будете в Улан-Удэ, сходите в Шолондо. Сеть кафе. Шолондо. У нас вкусно.
И приятно. Еще у нас в ЛНД есть Датсан. Там есть тропа здоровья. Там проходишься по всем знакам. Ой, не по знакам, а вот это по году рождения животных. Пока пройдешь эту тропу, на половине ты уже нездоров. Но надо ее пройти до конца. Потому что выхода там нет. Мы вообще с тобой там один раз были. Но я не ходил по этой тропе. Ты без меня пошла. Я сказал, не, я не пойду. Ты вообще там не ходил? Нет, вообще. Зря сходи, вообще очень интересно. Очень интересно. И правда интересно, потому что я была... Не, ну может интересно-то интересно, просто мне неохота пешком там идти. Там есть лавочки, Там можно отдыхать? конечно. Возле каждого знака лавочка. Ага. Белочки там еще. Орешки, помню, можно было воровать, я воровала. Воровка сидит, получается. Объедала их как могла. А что, орешки дорого в то время стоили? Я такая смотрю, шишка целая лежит. Я думаю, а Ах ты грешная. да, я тоже так подумала. Наверное, после этого меня может кто-то сглазил. или что. Ну ладно. Что греха. Тоже в церковь помолюсь. Все грехи замолю. Подъезжаем, нам здесь осталось такого совсем. Чуть-чуть. Не будем кушать. Немного осталось. Сколько? 60? 50 километров осталось. Все, заезжаем в Тарбагатай уже. Ладно, там Тарбагатай поедем, включусь. Блях были уже, да? В углях? Были в форуме. А, да, мы были там. Не хочешь? Не. Все, мы выезжаем с Тарбагатая. Будем сейчас подниматься наверх, потом спускаться и опять вдоль сопки. Улан-Удэ 38 километров. Да, наверное, это тебе. Мне нравится. Дойдите все.
Эта гора называется Спящий Лев. Её туда ездишь, что ли? Да. Вот по этой вот лестнице, конечно, забираться вообще не это. Не очень хорошо. Устаешь. Но кто-то поднимается. Вот такой вот вид открывается здесь. Это река Селенга, замерзшая. Жига стоит. Где-то мужик рыбачит, значит, здесь. А, вон палатка у него там стоит. Зимняя рыбалка. Зачем? Опять не стоят. Нет. На улице -2. Надо шибче. Жаркий шашлык. Камнепад. Аккуратней. Попадал в камень? Да нет, фу, слава богу. Страшно? Конечно, там такие булыжники начинают падать, что там аж не знаешь, что делать. Байкальский перевал есть, который там же тогда камень как упал, снес машину. Да. Благо в машине никого не было. Ну. Мгм. Вот она река. Ну так прям в этом. Так волны были. Так и замерзла. Ага. Ну где еще поломался лед.
Ну да. Ну и зачем смотреть на замерзший Байкал? Он почти то же самое. Ну не, на Байкале-то есть чистый, где он лед. Да, вообще там шикарно. Вот. Вот опять укладка. Надо- Сегодня я смотрела, вчера укладка. Чисто просто. Прям там вообще. Вот надо на него съездить, на коньках покататься. Да когда потом заклеили уже? Ну на следующий год. Байкал не останется. На следующий год. Да и что следующий забыл. Круто, еще подъем, кто-то делает. Вот так вот. Едем. Уже поехали почти. Осталось где-то полчаса. Все, мы в Вознесеновке. Это перед Улан-Удэ. Ну что, вот этот дом никто не продает, интересно, я купила. Да нафиг он нужен здесь? Далеко ты чё? Заезжаешь в город, сразу твой дом прикроют. Прикольно же. Кстати, все дома. Что? Чё ж вы не едете? Встречку. Сколько они едут? 60. Вот там похустрел. О, Селенга, вся. Опять. Вот эти олени. Не, вот. Ай-яй-яй. Вообще. Вон вообще до 50 они сбавили скорость. Здесь что-то такое, что надо ехать медленно. Да нет. Что такое? В чем проблема? Вот стоянка, на которой все останавливаются. Все же забито. Стоянка. Там шиномонтаж грузовой, бокс, мойка. Теплый бокс. Сейчас он, наверное, перестроится. Скоро едет. Вот не перестройся ты туда, дай ему проедешь. Что, сложно, что ли? Так ладно, вон тот догал. Я когда начал обгонять, он газу дал. Да? Но. Ну вот едем потихоньку. В Улан-Удэ сейчас заезжать будем. Вот дорога, дорога.
100 литров. Но мне кажется, никто ее не покупает вообще. Вот поворот на Кяхту. Поворот. Если туда свернуть и доехать до Кяхты, там граница с Монголией. Кто не знал. Кяхта, пограничный город. Там военные части много. Здесь капусту садят. Много капусты садят. Потом продают. Нет, это, конечно, что-то смешное и весело. Но как-то просто тяжело. Так вот, заезжаем в Улан-Удэ, советский район. Все, здравствуйте. Ну все, я уже дома. Все, наперед поставил патроны. 385 на 65. Вот с таким вот протектором на авион. Сейчас надо будет разгрузить. Сейчас вот эти вот колеса разгружу. Что с этими колесами у меня случилось? Вот съела, короче, их. Вот здесь целое, все нормально. Не было сход развала. Ездил отец. Да, но когда эти колеса ставил, ему надо было съездить, сход развал сделать. Он их не сделал. И получается вот так вот резину-то и съела. Вот видите. Вот. Ну сейчас их выкину сюда. Пусть дома лежат. Пригодятся. Это мат. Сюда перегородка ставится такая. Вот так получается. Вот. Такая вот будка у меня. Это холодильный ларь. Морозильник, короче, грубо говоря. Простыми словами. Вот так вот. Сейчас выкину эти колеса. И пойду домой. Все, колеса выкинул. Это у меня сцепление старое. Что в начале февраля ездил. Сцепление у меня развалилось. Взял фирмы Сакс. Или Сач, как их там называют. Все, колеса выгружены. Что с ними
будем делать, не знаю пока. Все, там дом. Всё. Здесь колеса. Здесь колеса, здесь диск. Вон там колеса. Вот все в колесах. Это брата колеса. Имхана тоже пришла. Все брата. Ну, здесь большинство брата здесь. Наших колес не так много. Вон там мое колесо лежит. Вон там под снегом. Оно тоже батон 380 на 65. Китайская триангл. Вот. Триангл. Дубовая была. Ладно. Все. Как кстати, чтобы видно было. Вот так стану. Ладно. Всем счастливо. Завтра едем грузиться. Опять на Якутию. Колеса поменял. С воздухом. Завтра загружусь. С воздухом решу проблем. Там кран надо взять. И все вроде. И помчим опять на Якутск. Все. Всем счастливо. Спасибо, кто смотрел. Как там говорят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.